В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минпромгеологии Якутии в данный момент проводит подготовку интересных предложений для новых инвесторов. По словам главы ведомства Максима Терещенко, геология формирует долгосрочные перспективы развития многих территорий. Геология формирует базу развития экономики на многие годы. Возьмем нашу Западную Якутию. Развитие месторождений создало все основания, и сегодня там есть современный аэропорт Талакан. Возьмем развитие Чиндинского месторождения, проведение Силы Сибири через территорию нашей республики. Это перспективы, причем вот они реальные, мы уже начали разработку проектно-сметной документации по газификации 30 населенных пунктов. Якутия вошла в топ-20 регионов России с самыми высокими отраслевыми зарплатами. Регион расположился на 11-м месте рейтинга. По данным рейтинга, самой прибыльной отраслью стала добывающая. Уровень средней заработной платы здесь составил 109 тысяч рублей. Самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники. В среднем они зарабатывают свыше 380 тысяч рублей в месяц. Это в 2 раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая приближается к 190 тысячам. Нефтяники из Ямало-Ненецкого округа расположились на 3-й строчке рейтинга. Их средний заработок превышает 170 тысяч рублей. Госкорпорация Web.рф рассмотрела предложение по строительству новых социальных объектов в Якутии. Одной из тем обсуждения стал вопрос увеличения мест в общеобразовательных учреждениях. Так, в регионе планируется создать свыше 8 тысяч новых учебных мест. Также в целях ликвидации второй смены и разгрузки наполняемости общеобразовательных организаций предлагается включить в перечень дополнительно еще 4 объекта образования и 5 пристроев к существующим школам на территории города Якутска. Компания «Алроса» ввела в опытно-промышленную эксплуатацию узел пенной сепарации на фабрике номер 14 Айхальского ГОК. Проект реализован для повышения качества извлечения алмазов из сырья с подземного рудника Айхал. Сооружение узла состоит из 2 независимых линий. Его строительство началось в июне прошлого года. На основе заключения специалистов Института Якутнепроалмаз была выбрана отечественная технология, обеспечивающая хорошее извлечение алмазов размерами от половины до 1 мм. Для снижения капитальных затрат на внедрение проект задействует часть оборудования обогатительной фабрики номер 8. Снижение уровня безработицы зарегистрировали в сельских поселениях Якутии. Так, в рамках проекта «Занятость на селе» безработица сократилась в Горном, Намском, Оленёкском районах. Всего создано 288 новых рабочих мест. Почти 3000 человек оказано содействие в трудоустройстве. 392 безработных и незанятых граждан направили на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Учитывая успешный опыт проекта, власти региона приняли решение реализовать его в Булунском и Эвено-Бытантайском районах. Отметим, что в этих арктических районах наблюдается высокий уровень регистрируемой безработицы. Компания «ЕТЭК» прогнозирует рост своей добычи газа по итогам текущего года на 5,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом следует из презентации компании, подготовленной к размещению рублевых облигаций. ЕТЭК владеет лицензиями на 7 участков недр в Якутии с совокупными запасами газа на уровне более 390 миллиардов кубометров, а ресурсами более чем 469 миллиардов. В частности, ЯТЭК принадлежит средневилюйское месторождение. Для компании оно крупнейшее, его запасы газа составляют около 197 миллиардов кубометров. В прошлом году компания возобновила добычу на Мастакском месторождении с запасами газа в 26 миллиардов кубометров. А до 2025 года планирует запуск добычи на Талонском участке, который сейчас находится на стадии завершения разведочных работ. Компания «Нордголд» направит на дивиденды за 2021 год не менее 400 миллионов долларов, которые будут выплачены 2 траншами. Кроме того, компания внесла изменения в дивидендную политику. Начиная с 2022 года «Нордголд» намерен направлять на дивиденды как минимум 50% свободного денежного потока до учета капитальных вложений в развитие при условии, что показатели чистый долг и EBITDA не превысит значение в 1,5 раза. Если же этот показатель окажется выше, то Совет директоров «Нордголд» будет принимать решение о выплате дивидендов по своему усмотрению. Дивиденды будут выплачиваться дважды в год. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.